Какие обстоятельства? Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем. Дни чеченской культуры прошли в Абхазии с 13 по 17 марта. Они начались в Руздраме показом спектакля «Белла» по повести Михаила Лермонтова «Герой нашего времени» и продолжились в Госфилармонии. 14 марта состоялся концерт мастеров искусств Чеченской государственной филармонии, а 17 марта концерт ансамбля народного танца «Войнах» прошел в филармонии. В студии с Якубом Малаевым, директором Департамента искусств и социально-культурной деятельности Министерства культуры Чечни, помощником министра культуры Чечни Миланой Зубайраевой, поговорим о культурном обмене между Абхазией и Чечней, почему это важно. Я приветствую вас. Спасибо, что пришли к нам в студию. Будем мы сегодня говорить о культурном обмене между Абхазией и Чечней, почему это важно. Первый, наверное, вопрос, это то, как вы восприняли Абхазию, приезжая в другую страну. У нас определенное представление есть о ней. Вы первый раз. Да. Какой вы думали, вас встретит Абхазия, и что вы здесь увидели? Какие у вас впечатления? Абхазия было интересно до нашего приезда, какой нам покажется страна, какой нам покажутся люди. И не скажу, что прямо какие-то глобальные, так скажем, различия между тем, что мы себе представляли, и тем, что мы здесь увидели. Изначально было понятно, что страна, которая находится, так скажем, неподалеку от нашего дома, имеет добрые, теплые, дружеские отношения с народами всего Кавказа и общую, за исключением некоторых различий, культуру. Было понятно, что общее впечатление будет хорошим, но, конечно же, после приезда все это улучшилось, так скажем, многократно, потому что очень теплый, радушный прием с первого дня нашего пребывания и ощущение о том, что мы приехали в другую страну, в другую местность, к другим людям, оно где-то после нескольких часов времяпровождения у вас оно исчезло. И мы начали себя чувствовать абсолютно спокойно, по-домашнему и очень уютно. И большое, конечно, спасибо всем представителям абхазского народа, всем тем, кого мы встречали. Это даже просто простые прохожие, которые на улице останавливались с нами, о чем-то заговаривали, просто здоровались, очень тепло нам улыбались. Все это было очень, конечно же, приятно. Приятно и нам такое слышать. Вот, Милана, до интервью мы успели пообщаться. Вы сказали, что еще бы недельку, мы бы с удовольствием еще недельку остались в Абхазии. Что больше понравилось здесь? На протяжении недели мы посетили много интересных объектов культуры, но мы понимаем, что осталось еще много, что мы хотели бы посетить. Озеро Рица, мы даже планируем перед днем отъезда. Может быть, вот мы успеем пару часов выкроить и даже посетить еще несколько объектов. Действительно, у вас очень богатая культура. Я признаюсь честно, до сегодняшнего дня, когда говорили Абхазия, курорт, для меня это воспринималось как море, пляж, что-то в этом роде. Но с тех пор, как мы здесь, я поняла, это не только море, не только пляж, это потрясающая история, у вас такие богатые традиции, люди добродушные. Это вот потрясающее место, действительно, куда мы с вчерашнего или позавчерашнего дня планируем, действительно спрашиваем, какие гостиницы лучше, где остановиться, когда начинается сезон. Мы действительно вот собираемся, вот несколько пар семейных собирается возвратиться в Абхазию в мае или в июне, когда мы планировали. У вас потрясающий регион, действительно, вот мы в восторге от прибытия здесь. То есть, получается, это не только культурный обмен, но и экономический, туристический, возможно, обмен получится из этого. Есть мнение, что народы, которые выбрали политику самоизоляции, они развиваются гораздо медленнее, чем страны, которые поддерживают тесные контакты с соседями, тем более с такими братскими народами. Если говорить о культурном обмене, который происходит, и будем надеяться, будет дальше развиваться между Абхазией и Чечней, как вы его оцениваете? Это вопрос и к Якубу, и к вам, Милана. Как вы думаете? Насколько важно вот народы близкие по духу? Но в то же время у нас есть, конечно, вещи, в которых мы отличаемся, но тем не менее, почему нам важно обмениваться вот такой культурной программой? Что это могло бы дать нам? Что могли бы мы вам дать? Мероприятие, которое вот в эти недели проходят, это на самом деле не только спектакль, концерт или хореографическое искусство. В первую очередь культурный обмен предполагает под собой общение с людьми, знакомство с культурой. Мы сегодня делегация Чеченской Республики, творческие коллективы Чеченской Республики.
Мы приехали не просто с одной задачей, то есть представить концертную программу для зрителя. Наша задача будет ознакомить всех желающих, всех заинтересованных с такой же богатой, красивой и насыщенной культурой чеченского народа, но и самим же насытиться познаниями о вашей замечательной культуре, о которой много чего можно узнать, о которой очень много можно говорить. И, конечно же, такие форумы, будь то культурные, конечно же, в первую очередь, спортивные, экономические, туристические, любого рода крупные мероприятия, которые предполагают собой проведение определенного количества времени в этой чудесной солнечной стране, знакомство, в первую очередь, с замечательными людьми, с теплыми большими сердцами. Оно предполагает, что в дальнейшем люди, братья, соседи, проживающие не так далеко друг от друга, начнут узнавать друг друга, знакомиться с друг другом и общаться, налаживать уже отношения, выстраивать какие-то деловые связи, культурные связи, туристические. И все это будет в конечном итоге приводить к развитию всего, так скажем, потенциала, который есть у региона. Ну, узнавать друг друга надо сказать, что речь идет о развитии, ведь мы уже давно друг друга знаем, и вообще символично, что сейчас в 30-летие ваши артисты, которые приезжали до начала войны, во время войны часть из них оставалась здесь, сейчас вы приехали опять в 30-летие, и это все очень символично, на мой взгляд, и речь идет о развитии наших взаимоотношений, которые были уже на уровне этого культурного обмена, на уровне культурного кода даже. Я надеюсь, были, есть и будут в дальнейшем развиваться наши отношения. Все-таки маленькие такие республики должны держаться вместе, обмениваться опытом, развиваться в одном культурном направлении. Нас не так много, и вместе, мне кажется, наш потенциал будет выше, гораздо лучше. Мы ждем руководство, обсуждали руководство вашего Министерства культуры, где-то в августе, в сентябре у нас как раз-таки будет очень приятная такая хорошая погода. Мы очень надеемся, что мы будем развиваться совместные какие-то проекты. Каждый год ваши представители приезжают на фестиваль культуры и спорта. Также в культурном направлении мы очень ждем ваши учреждения, как ансамбли, театры. Это очень важно развиваться. И люди, когда находятся, скажем так, простым языком варятся в собственном соку, мы не можем развиваться, нам нужно общаться, видеть и понимать культуру друг друга, набираться каких-то мелочей, мне кажется, это очень важно. А театральное искусство, насколько вы успели, наверное, ознакомиться с тем, что у нас есть, на ваш взгляд, чем мы могли бы обогатить друг друга в этом смысле? Насколько оно у вас развито, востребовано, театральное искусство? У нас в республике функционирует 7 театральных учреждений. Это 3 государственных театра. В последнее время театральному искусству уделяется большое внимание, и были за последние несколько лет открыты аж 4 муниципальных театра в крупных муниципальных районах Чеченской Республики. Конечно же, локомотивами в сфере театрального искусства у нас является Чеченский государственный драматический театр имени Героя Советского Союза Хампаши Нуродилова. Это театр, который ставит постановки на нашем национальном языке. Театр ежегодно на постоянной основе участвует в большом количестве фестивалей, конкурсов всероссийских и международных, завоевывает призовые места и на высоком уровне представляет всю нашу культуру. Также это Русский государственный драматический театр, который находился в гостях в вашем прекрасном городе с замечательной постановкой «Белла», которую мы открыли Дни культуры Чеченской Республики в Республике Абхазия. Также у нас функционирует театр детского, театр юного зрителя. В этом году по инициативе нашего министра культуры Чеченской Республики Айшат Рамзановны Кадыровой в Тюзе у нас проходит реконструкция, и в конце года они получат новое, современное, отвечающее всем необходимым требованиям здание. Муниципальные учреждения культуры у нас постоянно участвуют в республиканских и федеральных программах, будь то Министерство культуры, также в проектах партийных от «Единой России», и проводятся мероприятия по укреплению их материально-технической базы, выделяются субсидии на новые постановки, приобретение костюмов, скажем, много работы у нас в этом плане проводится, и мы успели познакомиться с коллективами вашего Русского драматического театра, замечательный руководитель театра, который также открывал наш первый день. Мы позавчера, кажется, были и в Национальном вашем театре. Нам посчастливилось, я не побоюсь этого громкого слова, услышать государственный хор Абхазии. На самом деле для меня
это посещение, оно оставило такие невероятные и очень, так скажем, большие эмоции оставило, потому что вот что-то похожее я уже давно не слышал. Я вот даже сейчас не могу очень... Хоровая капелла? Да, хоровая капелла. Вот даже сейчас мне сложно подобрать слова, чтобы описать, что конкретно я испытывал в тот момент, когда вот слушал хоровую капеллу. Это что-то невероятное, я думаю, это слово очень хорошо к ним подходит. Ну и, конечно же, мы смотрели постановку, которую вот Национальный театр на национальном вашем языке показывал, посвященную именно вот 30-летию войны. Да, очень символично, что Чеченская республика, делегация Министерства культуры вернулась в Республику Абхазия по истечению 30 лет, то есть в прошлом, по окончанию гастролей нашего национального театра, начались, к сожалению, очень трагичные события для всего абхазского народа, для вашей страны. И вот по пришествии 30 лет мы снова здесь, и, надеюсь, вот этот символизм, который окутал в том числе нашу поездку, он также будет являться очень хорошим знаком и началом возрождения наших культурно-дружеских взаимоотношений. Вот вы про капеллу сказали, и мне интересно, есть какой-то опыт, который бы вы хотели с собой забрать в Чечню и уже у вас этот опыт применить? Может, что-то интересное натолкнуло вас на мысли, увиденное здесь? Вот хочется на это надеяться, Милана. У нас действительно нет национальной оперы. Было бы интересно, если бы мы внесли что-то такое в Чеченской Республике. Также мы сегодня были на репетиции вашего государственного ансамбля песни и танца. И некоторые движения мы с Марьей, первый заместитель министра культуры Марьей Даниловной, мы с ней рассматривали некоторые движения. И вот хотели бы, чтобы они были в нашем ансамбле. Да, есть некоторые, но мы это оставим для вашего приезда. Вы посмотрите, да, что мы у вас немножко повзаимствовали. Да, есть некоторые вещи, которые бы мы хотели повзаимствовать, вдохновиться, скажем так, вами. Также хотелось дополнить, что нам посчастливилось побывать в ботаническом саду города Сухума. Для нас провели замечательную экскурсию, в результате которой 1,5 часа времени для нас пролетели как будто 15 минут. И, конечно же, такое количество растений, такой, так скажем, и живности, которые представлены в ботаническом саду. Это было первое посещение, в принципе, и работа, которую они проводят и проводили, то есть и исследовательская, и в плане развития туризма, в плане выращивания новых видов, тоже очень хорошая практика. И я думаю, будь в Грозном возможность создать свой ботанический сад, опять же, это очень хорошая практика, которую можно было бы перенять. Если честно, мы экскурсовода доставали при каждом интересном растении, мы спрашивали, а у нас это не вырастет, а у нас это не вырастет. Да, природные особенности, конечно, и тут имеют значение. Потрясающий климат, да, к сожалению, у нас такого нет, но вы приезжаете, может, мы удивим вас чем-нибудь. Но очень быстро, интенсивно развивается Грозный, вообще вся Чечня. Да. Вот что бы вы, на ваш взгляд, вот чего нам не хватает, чтобы мы у вас могли все-таки перенять? На ваш взгляд, вот то, что вы успели здесь посмотреть, чего нам? Рамзана Ахматовича Кадырова. Спасибо. Мы не готовы вам его отдать, но мы вам желаем похожего лидера, если честно. И благодаря ему действительно мы развиваемся семимильными шагами. И у нас в городе практически невозможно найти какой-то дом, который остался после наших военных действий. И для каких-то подсъемок, для съемок каких-то клипов, художественных фильмов нам действительно приходится искать эти локации. И действительно благодаря ему город не узнать. Ну и помощь России в этом вопросе. Конечно, безусловно. Тут мы не о чуде говорим, да, потому что финансовые вложения, люди, конечно, это все требует затрат. Но мы, когда говорим вот вообще о культурном обмене, мир все более становится таким единым, что ли, глобализации процесса. Все-таки не можем мы оставаться в стороне. И человечество сохраняет свое культурное многообразие в этом процессе глобализации. Вот как вы понимаете это? Как сохранить свою идентичность благодаря вот такому сотрудничеству малых народов, культур? Как вы думаете, можем ли мы друг другу помочь в этом вопросе? Мы, безусловно, можем и должны друг другу помогать в этом вопросе. Культура народов Кавказа, народов, которые заселяют, обитают на, так скажем, прекрасном уголке планеты, она в определенности очень схожа. То есть общие принципы, на которых зиждется наша культура, они у всех едины, за исключением некоторых, мне даже не хочется говорить различия, потому что не хотелось бы разделять нас, то есть братья всего Кавказа, некоторые разновидности у каждого народа. И, конечно же, если взять даже пример Дней культуры,
одного субъекта, одной страны в другом регионе, они в том числе несут с собой цель популяризировать культуру, искусство народа, как для представителей места, куда вы приехали, так и для, так скажем, собственных граждан, для подрастающего поколения, для жителей, потому что вот эти мероприятия, они каждый раз напоминают нам в первую очередь, кто мы такие, какое богатство в плане культуры мы имеем и как важно нам все это сохранить. Конечно же, много работы требуется проводить и в отношении подрастающего поколения, потому что наши дети, наша молодежь — это наше будущее, и то наследие, которое мы сегодня сможем сохранить и им передать, далее оно будет передано их детям, следующим поколениям и после нашего, так скажем, ухода с мирской жизни, чтобы вот все разнообразие, все великолепие наших культурных ценностей, оно было сохранено этими детьми. Нужно большой объем работы в этом плане проводить. Действительно, сейчас очень много говорят о том, как передать эту историческую память и сохранить эту историческую память. Как это у вас делается? Потому что сейчас и о патриотическом воспитании очень много говорят, потому что мы видим в мире тенденции, когда пытаются какие-то исторические факты передергивать, попадать по-другому, искажать эти факты. А вот как правильно воспитать, как действительно историческую память сохранить и передать в таком неизменном виде, что ли? Я расскажу об одном примере, который Министерство культуры Чеченской Республики сейчас об одном примере работы, которую министерство проводит вот в рамках популяризации культуры именно среди подрастающего поколения. Это в основном вот учащиеся начальных и младших классов школы. Проект, который был инициирован, опять же, нашим министром культуры Айшат Рамзановной Кадыровой, называется «Культурная среда». У нас музеи Чеченской Республики, театральные учреждения, филармонии и библиотеки на регулярной основе 1 раз или 2 раза в неделю, в зависимости от типа учреждения, проводят уроки культуры, так скажем, каждый у себя в учреждении, которые посещают представители образовательных организаций, и там им уже рассказывается в доступной для них, интересной для них такой интерактивной форме, проводятся тематические мероприятия, где вот нынешние школьники в понятном для себя языке могут получить информацию о том, вот, что такое живопись, хореография, театральное искусство. И делается это все так, чтобы вот детки были на самом деле заинтересованы в том, чтобы слушать лектора, видеть то, что они представляют, и в дальнейшем у них складывались вопросы именно о нашей культуре. Они между собой общались, говорили о культуре и пытались для себя самих выяснить в том числе что-то новое. Тут ключевое слово, наверное, интерактивность, потому что сейчас очень сложно с интернетом конкурировать, и внимание детей захватить, что ли, на время внимания очень сложно. Поэтому это нужно сделать максимально интересно, чтобы привлечь Да, безусловно, внимание. нужно внедрять новые методы, которые сейчас нам доступны. Цивилизация не стоит на одном месте, то есть технологии развиваются бешеными темпами и настолько быстро, что мы даже не можем сейчас за ними угнаться. И очень важно хотя бы некоторые, так скажем, ключевые факторы IT-технологий постараться внедрять, в том числе в сферу культуры, в первую очередь для того, чтобы привлечь внимание подрастающего поколения. Взрослое население, конечно же, оно знает, что представляет собой культура, насколько это для нас важно и как сильно это нужно оберегать. Подрастающее поколение сейчас подвержено всяким влияниям, в первую очередь, и благодаря социальным сетям, интернету и так далее. Переключить их внимание с каких-нибудь, скажем, с каких-нибудь вещей, которые пропагандируют культуру чуждых нам народов или же культуру, которая к нашим народностям не имеет отношения, на что-то наше, родное, близкое. Да, поначалу это бывает очень сложно, потому что все эти вещи надо внедрять, и практики как таковой, в том числе у нас в Чеченской Республике, не было. Однако сейчас уже 2-й год идет реализация данного проекта, и проект приносит свои плоды. Безусловно. А вот в Чечне очень сильная религиозная составляющая. И как вот эти современные технологии, внедрение IT-технологий, как это все сосуществует, особенно когда это касается вопроса воспитания детей молодого поколения?
То есть это не вступает в противоречие, мне интересно. В плане религиозности Чеченской Республики и каждого человека, и IT-технологии, они никак не влияют, так скажем, на нашу что в некоторых странах есть религиозность. даже запреты, ограничения, приходится вот какие-то ограничения вводить, чтобы не допустить, да, вот такого массового использования. Вы знаете, здесь многое зависит также и от института семьи. У нас очень крепкие вот эти узы с родителями, с дедушкой, бабушкой. И вот даже если молодой человек как-то его взгляды падают не на совсем нашу традиционную культуру, в семье его наставляют на путь истины. Так что основа чеченских каких-то традиций в семье это изначально начинается из семьи. Далее в школе Министерство образования также проводит работу. Также в прошлом году Айшат Рамзановна инициировала уроки на чеченском языке, это агылак, уроки взаимоуважения чеченские традиции, урок чеченских традиций вести в школах. Так что вот это все начинается у нас с семьи. Семья, школа, чуть более подрастают дети, и мы также привлекаем их в культуру. Мне кажется, это такой ступенчатый этап. Изначально все начинается, крепко держится в семье. Так у нас каждый имам имеет собственный смартфон, и никак это ему на его работу не влияет. Да. Мне еще вот хочется успеть поговорить о том, все-таки какая роль женщин в культуре. Вот мне приятно видеть Милану сегодня у нас в студии. Спасибо. Это подтверждение того, что и женщины также наравне с мужчинами в культурной жизни, в развитии культуры участвуют. Вот мне с вашей стороны интересно понять, как это устроено у вас. Потому что у нас такого разграничения нет. И женщины, и мужчины активно и там танцами занимаются, и с живописью, всеми видами искусства. Как это устроено в Чечне? Мне кажется, это такой стереотип, если честно. В Чечне изначально очень много женщин. Но у наших слушателей наверняка этот вопрос возникнет, поэтому не могу не спросить. Не верьте, это все стереотипы. У нас есть выдающиеся женщины, как в культуре, так в медицине, в образовании, в больших сферах, на высоких должностях. Это уважаемые женщины. В первую очередь у нас также даже мать нашего главы возглавляет фонд имени Ахмада Хаджи Кадырова. Что нет, это стереотип. Женщины не наравне, скажу, но вот оказывают поддержку, скажем так, рядышком. А вот о последних тенденциях. Что меняется в сфере культуры, на ваш взгляд? Что происходит? Сейчас у нас с приходом Айшат Рамзановны сфера культуры, она начинает внедрять новые технологии, более продвинутый формат работы, и мы стараемся угнаться за креативными индустриями, так скажем. Это и есть такие популярные слова, да, креативные индустрии, маркетинг, технологии и так далее, и так далее. Вся суть заключается в том, что Министерство культуры Чеченской Республики как орган, как ведомство, которое ответственно за популяризацию, сохранение, приумножение культуры, должно двигаться в ногу со временем. И вот Айшат Рамзановна, как руководитель, министр у нас молодая женщина, которая активно и с уверенностью ведет за собой наш большой, крепкий, сплоченный коллектив. У нас половина руководителей учреждений культуры также являются женщинами, и никаких проблем у нас в этом плане нет. То есть новые форматы, очень много внимания уделяется именно, вот опять же, мы говорили о работе с подрастающим поколением, о молодежи, вот внедрению новых методов работы, новых инструментов, технологичных инструментов, креативных, для привлечения еще большего внимания к нашей культуре. Сейчас основная работа. И, конечно же, и популяризация чеченской культуры за пределами Чеченской Республики, то есть мероприятия сегодня Дни культуры Чеченской Республики в Республике Абхазия проводятся по инициативе Айшат Рамзановны. Мы уже были в Республике Южная Осетия, планируем посетить ряд Кавказских республик, а также Узбекистан, Азербайджан и Республику Иран. Я хочу поблагодарить вас и пожелать удачи. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Благодарю. Спасибо вам. Большое спасибо вам, большое спасибо всему абхазскому народу за такое теплое, радушное принятие нас. Как было сказано в самом начале нашего разговора, за эту неделю у нас не возникло ощущения, что мы находимся в гостях. Спасибо, ждем вас еще. О днях чеченской культуры в Абхазии, о важности культурного обмена говорили с Якубом Малаевым, директором Департамента искусств и социально-культурной деятельности Министерства культуры Чечни и помощником министра культуры Чечни Миланой Зубайраевой. Спасибо вам. Такие вам были доброго. обстоятельства. Мы рассказали о них подробно. Какими будут следующие, скоро узнаем.